Дорогі друзі, потенційні меценати, яким не байдужа доля України, хто розуміє, що саме сьогодні на українському фронті вирішується доля всього цивілізованого світу, майбутнє наших дітей. Я, Васильєва Олена, політичний біженець в Україні, засновниця благодійного фонду «Білоруський Майдан», блогер і волонтер. Я Іван Томашевич, виконавчий директор благодійного фонду «Білоруський Майдан». Маю бойовий досвід у складі таких підрозділень, як батальйон «Волод» полка Каліновського і другі інтернаціональні легіони. Я Юрій Академицький, засновник фонду Real Help Ukraine, власник IT-бізнесу, а під час війни волонтер. Просимо вас допомогти у зборі на конкретні підрозділення, які мають непосередні потреби менавіта зараз. Ми включили ці потреби у наш перелік для вас. Придбання, логістику, доставку та необхідний ремонт наші фонди беруть на себе. Ми в Україні. Наші діти теж в Україні. Війна – це марафон, в якому до тих, хто допомагає, часто приходить втома. Гэта немагчыма дапусціць, бо гэта тое, на што зараз разрахоўвае вораг. У нас ёсць бездакорная рэпутацыя і баявы досвід. Ми любимо Україну, ми живемо з певненістю в перемогу і робимо все, що залежить від нас, щоб її наблизити. Ті, кому ми допомагаємо на фронті, це наші сусіди, друзі і рідні, котрі з нами на постійному зв'язку і потреби яких ми намагаємось задовольнити. У вдячність ми разом з воїнами ЗСУ приготували подарунки для меценатів. Особистий автограф на гербовому папері першого президента Незалежної України Леоніда Кравчука, котрий я особисто отримав у 1998 році. В той день Леонід Кравчук взяв з мене слово бути вірним сином України. Я не впевнений, що саме це він мав на увазі, але переконаний, що передаючи цей автограф меценатам, виконує його особисту волю. Бойові стяги України, підписані нашими героями, в яких, на жаль, уже нема серед живих, да і інші артефакти з фронту. Допоможіть нашій загальній перемозі. Величезна вдячність усім, хто долучився. Слава Україні! Друзі, з вами Олена Васильева и Юрий Академицкий, и наш совместный проект, о котором мы сегодня расскажем, волонтерский проект помощи Украине. Я представляю фонд «Белорусский Майдан», а Юра представляет фонд Юра. Real Help Ukraine. Создавался как международный украино-американский фонд. Вот, поначалу даже поляки активно включились, брат мой троюродный. Но потом он вышел, у него дочь родилась, с чем я его поздравляю. Именно вот через неделю после начала войны. И остались мы вдвоем с сестрой. Она в Майами, я в Украине. Так мы год проработали, ну, чуть больше года. Вот. Я еще много вопросов задам по фонду, и как ты начал, и как вообще. Но пока просто нашим зрителям скажу, что мы реально сделали такую презентацию, которую еще никому не показывали, широкому зрителю. Мы хотим собрать много денег, давай прямо скажем, что много денег для фронта, и для этого мы приготовили подарки. И самый главный подарок приготовил ты. Это подпись Леонида Кравчука. Расскажи, пожалуйста, она твоя? Моя лично, получена мною лично, на бланке, который я сам лично разработал в 98 году. Ну, вот, и расскажи, то есть, друзья, подпись первого президента Украины независимой, Леонида Кравчука, подпись на гербовом, ну, как это сказать, на гербовой бумаге, да, наверное, правильно? Да. На гербовой бумаге, которую мы, собственно, собираемся подарить самому крупному меценату. Из всех меценатов, которые поучаствуют в нашем проекте, поучаствуют в помощи фронту. Расскажи, как это было. Ну, я тогда работал... Ты оказался рядом. Я тогда работал в фирме «Свит», такой, луцкая фирма местная. Был начальником отдела рекламы. Тогда я был еще совсем юным пацаном, 20 лет я пошел на эту, 19 лет тогда пошел на работу, в 20 лет был начальником отдела рекламы. Фирма жила не богато после 98 года, когда первый кризис был, и пробовала разные проекты. И в 98 году директор фирмы решил запустить проект «Человек года» в Луцке. И так как персонала не хватало, то выяснилось, ну, а он был, ну, к сожалению, он умер уже, директор фирмы, я имею в виду, и он
пригласил очень много тогда медийных людей знаковых. Вот. К нам Руслана приезжала, презентовала у нас, кстати, альбом «Дики танцы». И даже у меня был диск, к сожалению, ну, компакт-диск, CD-R-ка, тоже, который она мне подарила. К сожалению, он потерялся, тоже был бы интересный подарок. Приезжала Пикардийская терция, к нам я их встречал. И среди гостей я узнал, что будет Кравчук Леонид Макарович. Вот. Для меня, как для пацана, увидеть президента вот вблизи, вот так, то есть встретить его, да, провести на его место, поселить его, ну, это уровень, да, вот, для провинциального парня. И так как я еще отдел полиграфии, да, я сообразил, что можно автограф требовать по этому поводу. Вот. Я подошел к директору, попросил, он идею поддержал, я сделал 10 бланков таких, вот, но, насколько я знаю, подписал только он ему на этом бланке и мне, то есть лично. Спросил, а для кого? Он говорит, вот один для меня, Юрий Левченко, а второй для меня, для Юрия Академицкий. Вот. Он подписал его, ну и вручил мне лично, сказал, что он действительно тогда говорит, ну вот, вы молодое поколение, вам эту страну поднимать, вам ее делать, а мы для вас ее оставили, мы ее для вас создали, для вас. Вот. Будь патриотом. Естественно, это было пафосно, естественно, тогда о войне никто не думал. Вот. Но у меня семья очень патриотична всегда была. Всегда мы очень мечтали просто о независимости Украины, и поэтому автограф человека, который подписал акт независимости, ну, это должно было быть нашей семейной реликвией очередной. Вот. Я, знаешь, ты так говоришь, человек провинциальный, ну, для меня так Луцк вообще не провинциальный город. Ну, Ты- с возрастом все меняется, понимаешь? С возрастом ты понимаешь, что провинциальность это вообще чисто российский термин, да? Я всегда привожу пример, что вы посмотрите на США, самые крупные корпорации не в Вашингтоне и даже не в Нью-Йорке. Они почему-то в городах, о которых мы только потому и знаем, что там эти корпорации размещены. И Microsoft, я имею в виду в первую очередь IT-гиганты, да, вот, и Apple. Они же ведь не в столицах, даже не в столицах штатов своих. Вот. Поэтому провинциальность термин относительный, особенно в Европе. Поэтому ну, в состоянии на сегодня я не ощущаю никакого пиетета ни перед Киевом, ни перед Варшавой, где я был, ни перед Ригой. Да, очень красивые города, я их очень люблю. Вот, но я понимаю, что люди-то везде одинаковые. Да, кроме россиян. Ну, там, по-моему, это оскорбительно немножко их приравнивать к остальным. Люди там, поэтому выносим за скобки. Да. Я, знаешь, хотела бы поговорить о людях, которые мы будем собирать. Потому что с твоей стороны для тебя это целая история. Расскажи, пожалуйста, о подразделе, да, для кому мы хотим конкретно помочь, и что тебя связывает именно с этими людьми, и почему именно этот подразделение. Ну, скажем так, к войне я готовился, я знал, что она будет. Вот, и понимал, что, скорее всего, это вот пройдет закрытие Олимпиады и начнется война, скорее всего. Если она на этой неделе не начнется, то перенесут еще на год. Но то, что она будет, понятно, непонятно когда. Поэтому, когда она началась, для меня началась война с того, что я услышал ночью, как взлетают наши самолеты с аэродрома Луцкого. Вот, тогда Прости, что перебиваю тебя, я сейчас начну говорить, что война началась в 2014, я сразу поправлю, мы имеем в виду полномасштабное вторжение. Да, я имею в виду про полномасштабное вторжение, само собой. Мы все ее, я к тому веду, что мы все ее ждали и понимали, что она будет. И мои друзья все ждали и понимали, что она будет. Когда она началась, первое, что я сделал, своих родителей я вывез на границу, там они пересекли, уехали за границу. И я вернулся, подался, ну, записался в ТРО. Ввиду того, что у меня никакого ни боевого опыта, ни военного, ни военной кафедры, ни строковой службы я не проходил, то ну, меня
приняли к сведению. Да. Со вторника начали звонить мне друзья, по одному, очень много друзей, и сообщать, что вот их взяли, вот, ну, один друг, о котором ты больше всех знаешь, да, то он проходил срочную службу, даже дослужился до сержанта, был минометчиком, его одним из первых взяли. Вот. Ну, естественно, его взяли, большинство моих друзей пошли в 14-ю бригаду, доукомплектовались. 2-3 недели они были на злагоджении боевому и вступили в бои. Вот. У меня еще где-то валяются его первые фотографии с первым подбитым БТРом. Вот. Начались первые бои. Ну и так у меня ушло в общей численности человек 5-6. Это очень близких друзей, имею в виду. Вот. Затем первый момент, связалась со мной сестра, давай что-то делать. Говорю, ну в армию меня не берут, что давай? Давай помогать. И сразу же я пошел, думаю, ну помогать надо на легальной основе. Пошел, подал документы на регистрацию фонда Real Help Ukraine. Он именно тогда был подан на регистрацию, ну где-то вот в конце марта, наверное, прошла регистрация, да. Это первые дни такая суматоха. И начали, само собой, я стал звонить, когда они ушли, ребята мои друзья, на какое-то время связь с ними прервалась. Я стал звонить к их женам, потому что же мы дружим с семьями, да. Это сильно близкие друзья, с которыми там очень хорошо знаком. И посыпались первые просьбы. Причем мы должны понимать состояние этих женщин, которые были в трансе, которые были запуганы, испуганы, которые понимали, куда пошли их мужья, вот, и готовы были помочь, но просто не знали, с чего начать. Вот. Само собой, пошли первые у меня деньги, которые мы начали собирать, в основном этим сестра занялась, и они первые, естественно, связались со своими мужьями, потом они на связь вышли, мои друзья, вот, и стали спрашивать, что вам надо, чего вам не хватает. Ну, первые просьбы были самые такие вот: обувь, нижнее белье, ну, только не в комплекте там на одного человека, да, а на подразделение на 50, на 100 человек, да, вот, потому что ты же не будешь помогать одному, помогать надо всем, вот. Соответственно, сформировался первый, как это называют, первый пул запросов. Открывали первый бюджет, сделали первые закупки. Где-то мы неделю решали, как это все передать. Обратились в местный фонд, который был при 14-й бригаде. Поняли, что это долгая канитель, непонятно, куда уйдет помощь. Вот, потом связались с женами командиров этих подразделений, которые прямо с Нововолынска, ну, 14-я бригада, кто не знает, Владимир Волынский, это там находится, он базируется там, да, эта бригада. Мы нашли способ передачи, и наша помощь поехала непосредственно в их подразделение, минуя все склады, все участки. Мы поняли, что можем напрямую передавать. Вот. Вначале это ездили буквально машины доставки, которые доставляли прямо с части необходимое все оборудование на фронт. Вот. Они ехали мимо Луцка, каждый раз они меняли маршрут, но мы договаривались с водителем, встречались по дороге, загружали бус, там 2-3 буса ехало иногда, загружали бус своим имуществом, которое мы им передавали ребяткам. Вот. И он туда ехал, потом, соответственно, по списку мы проверяли, но там все чисто и четко. Мы отправили, через день мы получаем фидбэк, что дошло. Первое, говорю, это было нижнее белье, это была одежда, это была обувь. Потом пошло уже техническое оборудование. Им нужны были планшеты для корректировки огня. Мы узнали, что такое КРПВА. Вот, потому что мы обратились к специалистам, наши ребята нам подсуетили. Вот, какое аппаратное обеспечение должно быть, чтобы КРПВА нормально работала. Соответственно, собирали деньги, покупали планшеты, покупали ноутбуки, потому что они тоже нужны были. Вот. Некоторые, я еще программист, ну, системный администратор, можно так сказать. Немножко программист, немножко системный администратор. Где-то месяца 2-3 я настраивал даже на передовой ноутбуки для того, чтобы они
работу дронов видели на ноутбуке, а не на маленьком планшете или телефоне, да. То есть это пришлось изучить. Вот. Потом пошло лето, ребята наши, 14-я бригада, она освобождала Гуляй-Поле. Вот. Потом начались черные дни, их отправили на Бахмут, дорогу жизни они охраняли. Тебе не був, не забуду, дім. Хочеш закрити мене, як бігуді. Я закритими очима знаю, тут мій двір, бо тебе не був, не забуду, дім. Тебе не був, не забуду, дім. Хочеш закрити мене, як Отак от кидають фосфорні бомби. Да, Валік? Збільшимо трохи. Все лето. Вообще 14-я бригада это такие, это не бригада прорыва, как я понимаю, это бригада удержания. У нее основная задача была это сдерживать линию фронта. Вот. И вот то, что мне ребята звонили, мои друзья, и показывали видео, и все, это сутки обстрелы. То есть они сутки сидят под обстрелом. Идет сутки артподготовка по их позициям. Да, тогда же родилась у моих друзей, ну мой друг, который пошел на войну, главный, с которым я дольше всего я с ним работал, вот, он историк по образованию. Которого уже, А? которого уже нет. Да, которого уже нет, да. У нас родилась идея создать фонд информационный для будущего музея. Поэтому он мне старался как можно по максимуму скидывать фотографии, просто свои мысли скидывал. Вот. Я это все, ну, естественно, у меня банк всех этих записей есть, да. Ну, що можу сказати? Сьогодні у нас 15, якби таких новин немає. От, гатять. І ще раз гатять москальська сволота. От, без перестанку, абсолютно. Виїхав позвонити, дивлюся, град на позицію заїхав. Ну, то ми з Маречком звідти нас здуло аж бігом. Ну, зробив, ну, попробував з інтернету, мене там стоїть пересилкою коштів. Получилось ніби. Що ще було сьогодні? Ну що, перебили сволочі всю електрику в селі. Вода закачується з башні, люди води не мають, худоба реве, як дурна, не те слово. Поїхали набирати воду, хлопці. Під обстрілом. Уявляєте, який то кайф. Не сховаєшся. А вода треба без води не туди і не сюди. Тобто і самим треба вода. І людям треба вода. Отакі. Сьогодні тунеядці алкоголіки в мене робили прибирання території таке змістовне. От, якось починають потрохи прозрівати. Ну, вже, правда, є перші зальоти фінансові. Ну, нічого. Краще віддати 10 тисяч, ніж набагато більшу суму. Ну, в мене за 10 тисяч це на потреби підрозділу. Тому що, ну, ми самі багато що купуємо. Допомоги від армії сильно не дочекаєшся. Все, всіх обнімаю, цілую. Дочекаю попереду весела ніч. Отак. Вот, список запросов, что им надо. Естественно, мы им не поставляли оружие, ну, это слишком круто для нас было. Вот. Мы начали работать даже не как фонд, мы начали работать как средство доставки того, что им, ну, надо в первую очередь. Вот. Старались делать просто то, что мы собирали, старались собирать качественные. Да? Допустим, если нужны были турникеты, то мы поняли сразу, что в Европе искать турникеты бессмысленно. Когда мне показали китайские турникеты, я плакал, когда на них смотрел. Я понимал, что это не то, что спасает жизнь, а скорее всего это самообман. Угу. Вот поэтому моя сестра нашла поставщика в Америке, который начал нам поставлять очень качественные турникеты, но они дорогие. Потом он нам поставлял аптечки, но они дорогие, но они нужны. Это то, что я знаю, что это спасет жизнь. Да? Наш турникет, допустим, я уже не помню, там, по-моему, стоил
20, около 20 долларов, там нам скидку просто дал, потому что мы много заказали. Вот. Кто И были основными донаторами? что-что? Кто был основными донаторами? Окружение мое личное и окружение моей сестры. То есть там в Майами, там очень много поначалу помогали, очень. Вот. Наши первые поставки были там и за 6 тысяч долларов, мы собирали разовое, да, а отправляли мы раз в 2 недели. Угу. И машины мы покупали, вот, и ноутбуки мы покупали, и планшеты, планшетов несколько, опять же, да, это не, мы должны понять, это не на одного человека, это на подразделение, да. Если минометный расчет, там, допустим, 5 человек, да, 150 человек в подразделении, посчитайте, сколько это минометов, каждому нужен планшет, вот. Поэтому, скажу честно, я знаю, что потратили очень много, и, ну, а потом люди там устают, да. Я спрашивал, как там, информационная повестка меняется, это Америка, они далеко отсюда. Да, они восхитились нами, но даже они не могут постоянно донатить. Они, сегодня они потратили на армию, завтра они потратили на беженцев из Африки. Для них это, ну, Украина немножко ближе, но лично они считают, что они должны и туда тратиться, да. Поэтому постепенно все. Прости, что перебиваю, это не только в Америке. Я пока выехала в Европу, да, ты знаешь, съездила, то же самое. Человек, понимаешь, он не может все время находиться в эмпатии. Было больно смотреть, но я понимаю, что у них идет своя жизнь вполне благопристойная, а психология устроена так, и это самое опасное сейчас. Психология устроена так, что вот общий мейнстрим, а мейнстрим не длится долго. Он раз-раз и немножечко падает. Но... Да. То есть вот эту эмоциональную помощь мы оказали. То есть эта помощь, которую нам давали, это были эмоции. Это было сочувствие, это было восхищение, да, когда от Киева отбились. Киев, когда отбился от орков, это было восхищение. Тогда нам очень много помогали. Именно тогда мы стали, мы получили возможность покупать автомобили для нашего подразделения. Вот. Мы сами ощущали гордость, мы были окрылены. Вот. Но ужас войны для нас, что она для нас реальность, и она очень тягуча. И наше общество тоже устает. Я вижу по всем окружающим, они тоже не могут постоянно помогать, потому что так или иначе экономика падает, это реальность. И это объяснимая реальность, да? Вот. Финансовые запасы заканчиваются. Вот. Интерес в США, в Европе, он падает. И нужны системные решения. Вот. Сначала мы работали хорошо, потом мы начали опаздывать. Да? Вот. Как действуют фонды? Ну, вот, я считаю, что фонды типа моего Real Help Ukraine, да, вот, он на самом низу вот этой ниши. Сверху у нас есть Притула, у нас есть огромные фонды, которые собирают огромные деньги, и они выполняют гораздо больше нас и удовлетворяют гораздо выше запросы. Но они в первую очередь рассчитаны на то, чтобы побеждать. На группы прорыва, на армию прорыва, армия дронов для прорыва, да. Вот, прорывы у нас идут, грубо говоря, там полгода, ну или там 4 месяца, да, а 9 месяцев идут тяжелые оборонные бои. И ребята, которые там сейчас, допустим, вот я знаю точно, что из моей бригады, из тех, кому я помогаю, там сейчас помогаю я уже 4 подразделениям, ну потому что слух распространяется. Вот, мы передали, допустим, очень классные тактические эти панамки, я их называю, да, летнюю форму одежды. Они были действительно классные, обалденные. Их дарили самым лучшим, потому что для своих я взял 50 штук, да, но дальше просят еще, а там, извините, еще 200 штук надо. Вот, а мы столько просто не смогли привезти. Чтобы вы понимали, это моя сестра уже сама, надо было очень быстро, потому что лето вот уже началось. Мы собрали деньги, она их купила, и чтобы не пользоваться услугами почты, она сама перелетела в Варшаву, и уже из Варшавы передали в Луцк, то есть это пришло за 2 дня буквально. А еще через день оно уже было на линии фронта. Да, вот. Они тоже просят. То есть своим 50 мы это предоставили, просят остальные.
А как им не оказать эту помощь? Мы опять собираем. Когда мы собрали деньги на них, уже лето заканчивается. Мы понимаем, что мы опоздали. Да? Вот, то есть 50 штук купили, а еще 150 уже не успели купить. И начал увеличиваться разрыв между потребностями, а потребности растут, потому что мои друзья, вот мой друг перед тем, как он, к сожалению, умер, да, он дома был всего-навсего 10 дней. И то, как он говорит, не совсем легально. Его отпустили, грубо говоря, в Харьков на подлечиться, а он это время использовал, чтобы уехать домой. Вот. И он, например, иллюзий не питал, что его отпустят. Ему не давали отпуск. Он не был дома на протяжении 1,5 года он воевал, да, только 10 дней он побывал дома. И то не совсем легально. И то он быстро вернулся. И из его подразделения домой никто не ездил. Из 50 человек домой никто не ездил. Да? Угу. Притула им помог один раз. Очень, очень, очень хорошо помог. Да? Вот. Но опять же, Притула собирает очень много, но вы не забывайте, что у нас сколько там, 800 километров активной линии фронта и 1400 всего линии фронта. Его тоже на всех не хватает. Да? Притула... Я уверена, что взрослый человек понимает, что все складывается с кирпичей. Но любое здание, да? Да, и да. Вот этот кирпич, вот этот кирпич и вот этот кирпич. Да. Вот. Мы покупали машины, машины ломаются. У меня, я не знаю, наверное, стоит показать уже кадр машины, которая наехала на мину. Да? Там были жертвы. Это было за Купинском, да, в районе Первомайского села. Вот. И сейчас сборы, я смотрю на других, я смотрю на себя. Сборы идут по какому принципу? Вот надо машину. И начинается сбор на машину. Сбор на машину – это много. Он идет долго. В это время, ребята, без машины. Что это значит? Если ранение, то раненого просто не на чем увозить. Его тащат руками, да, а там километров 5. У меня есть друг, который сейчас проходит лечение, тоже из моего подразделения, 14-й бригады. Вот. Ему снаряд упал под ноги. У него очень сильно, назовем это так, травмированы ноги, да, у него ампутировано много пальцев, да. Вроде бы, слава богу, ноги у него уцелели. Так он тащил себя и своего друга раненого 5 километров в тыл. Почему? Потому что машина разорвалась. Вот в ноябре машина разорвалась, пока мы собираем деньги на новую машину, вот, они без машины сидят. И это время, которое мы упускаем, и это жизни, которые мы теряем. Это много жизней, которые мы потеряли из-за того, что мы не можем физически собрать быстро. То есть возник разрыв между нашим сбором и потребностями. Потребности нужны уже сейчас, а сбор мы начинаем только завтра, после того, как возникла потребность. И то не на следующий день даже. Они побывали в боях, там, где нету связи. Через неделю они отходят на вторую линию, звонят нам и говорят, у нас то-то и то-то. Вот. А потом они мне просто высылают видео, где показывают, вот аптечки, мы давно не привозили аптечек, вроде бы все было нормально. Да, пока не было активных боев, все было нормально. Если мы вспомним историю, в мае эта Орда опять поперла на оборонные позиции 14-й бригады, это за Купинском, да. Где-то в июне, по-моему, было сообщение, что там 200 тысяч они организмов собрали, да, и вот эту вот биомассу пустили на кого? На 14-ю бригаду пустили. Кстати, и 100-я бригада, которая я сейчас тоже подсоединился, потому что они тоже отправились на передок. Вот сейчас в районе Купинска и 14-я бригада, и 100-я бригада стоит. Вот. И мне просто присылают видео, вот его надо обязательно просто показать, что, ребята, ранения пулевые, я не знаю, или осколочные, я не знаю, чем это, или пуля, или осколок, они заматывают рану скотчем. Просто канцелярским скотчем. Они мне ничего не говорят, они понимают, что сейчас я собираю на машину, и просить аптечку, это значит, что машину они получат еще на месяц позже, понимаете? Но потом они мне ничего не говорят, они просто смеются, хихихаха, понимаете, там жизнь другая, и они мне в плане юмора показывают видео, от которого мне хочется плакать, потому что я понимаю, что это я не дал им эту аптечку. В общем, получилось так, что чем больше мы работаем, тем больше мы попадаем в ловушку. Потому что потребностей все больше, они нарастают, как снежный ком, а
количество людей и донатов, и интереса к теме, он падает и падает и падает. А то, что мы не успеваем, вот сейчас я отчетливо отдаю себе представление о том, что мы не успели, кто-то погиб, кто-то остался инвалидом, без руки, без ноги. Просто потому, что мы не успели. И вот я говорю, эти кадры, там, где они скотчем перевязывают рану, да, ведь это же, кого мне винить, кроме себя? Вот. Потому что вместо того, чтобы заниматься развитием фонда, да, наш фонд работал вот конкретно, бегал и затыкал дыры. Я уже молчу о том, что мы даже батарейки к их устройствам мы покупали. Для коллиматора я точно знаю, для коллиматорного устройства, прицела, я знаю, какие батарейки надо купить, потому что армия этого не давала. Мы бегали и покупали. И это, поверьте, тоже проблема. Ты сейчас хочешь это исправить. То есть Да. я объясняю просто для того, чтобы люди поняли, что, по сути дела, то, что мы затеяли, это не столько расчет на единичные донаты, сколько на работу с крупными меценатами и организациями, по которым мы сразу сделаем сбор. И я хотела сразу сказать, что у нас там есть, мы поставим видео, да, которое мы записали. Ты, Ваня, я в плане презентации, что мы хотим и для чего. Я сразу скажу, что не надо ошибочно оценивать те подарки, которые мы собираемся делать, и подпись твою, и прапоры украинские героев, и живых, и, к несчастью, тех, кто погиб за Украину, к несчастью, погиб. Не надо оценивать в эквивалентной сумме, которую мы запрашиваем. Потому что на самом деле мы не продаем это. Мы просто по мере возможностей хотим отблагодарить тем, чем можем, максимально чем можем. Ну, если что, меня поправь. И смотри, вот на самом деле, ведь ты помнишь, что Путин, Россия всегда на это рассчитывала. Она рассчитывала на долгость и на то, что все привыкнут. Во всем, что она делает на протяжении не одного десятилетия, апофеоз и самое страшное сейчас происходит в Украине, она всегда рассчитывала на то, что мир привыкнет и перестанет бороться в должной мере. И, к сожалению, этот расчет часто оправдывается. И люди должны это понимать. Я, кажется, говорю банальные вещи на самом деле, но банальное не всегда воспринимается вот так вот раз. И я тебе хотела, знаешь, еще поговорить, поднять больную тему, потому что я ее тоже слышу. И ты наверняка слышал. Недоверие к фондам. Есть люди, которые перестали доверять фондам и считают, что волонтерство – это не всегда честно и не всегда… Ну, в общем, ты понимаешь, что я имею в виду. Я понимаю. И я скажу, да, волонтерство – это не всегда честно. Да. Поэтому не доверять, в принципе, дело каждого. Но вы должны понимать, нечестных убирают. Мы не просто волонтеры. Я не зря в начале интервью этого сказал, что первое, что я сделал, я зарегистрировался, чтобы это все было официально. Вот. Первый, кто меня контролирует, государство. Если видят, что если деньги уходят не туда, поверьте, у меня нету ни связи, ни родственников. Меня не прикроют и не закроют мои дыры. Вот, меня тут же государство накажет. Это первое. Второе. Это чисто, это юридически, да. Теперь, понимаете, что у нас в фонде, структура фонда, это я, как близкий друг тех ребят, и родственники. То есть, если будут деньги уходить нечестно, то это родственник, жена заберет у своего мужа. Понимаете? Не даст ему возможность перевязать рану нормальным перевязочным материалом, да. Вот. Это возможно, я думаю, в России возможно, у нас, я думаю, нет. Да? Вот. Если мы передаем им дроны, то жены передадут им дрон, потому что дрон даст им возможность выжить. Речь идет о выживании тех людей и обеспечивает его. У меня, например, в моей организации, те, чьи родственники там, они не передают это непонятно кому.
Они передают это своим самым близким. Вот и все. Вот. Ну, естественно, мы готовим отчеты, мы просим, потому что нам самим важно, чтобы помощь дошла именно адресно. И когда мы просим, ребятки, сфотографируйтесь, пожалуйста, то это не для того, чтобы, вернее, не только для того, чтобы показать меценатам нашим, но чтобы самим убедиться в первую очередь, что оно дошло. Потому что, вот мы, понимаете, я ни один раз не отдавал передачку самостоятельно. Обязательно мы собираем передачу, допустим, для 4-го подразделения, едут жены, которые вместе с нашей помощью, вместе с планшетами, допустим, передавали в том числе булочки, да, и эти булочки приходят вместе с планшетами. Вот, и если, не дай бог, оно не дойдет, то если я не передам, то будет видно, что я ничего не передавал. Если не передаст водитель этого автомобиля, да, то с водителя спросят. И поверьте мне, там очень далеко будет даже до суда, потому что это родственники. Те, которые здесь, они работают в моем фонде для того, чтобы их родные выжили и пришли оттуда целыми. Вот. Ну и само собой фотоотчеты. Потом, естественно, мы их будем выставлять на... ну, у меня есть сайт, допустим, вот, и я могу на Фейсбуке буду в том числе выставлять их, да, то есть мы открыты в этом плане. Вот. Есть один нюанс важный, которым я хочу предупредить, да, то есть мы хотим собрать сумму покрупнее, и она не уйдет у нас за неделю. Вот. Расчет на то, что мы сможем действовать на упреждение и покупать наперед. Вот. То есть оно у меня есть, ну, допустим, автомобиль, да, а отправится он во 2-е или в 4-е подразделение туда, куда он будет нужнее. Если у меня закончатся, например, дроны, я понимаю, что надо докупить еще, я пойду докуплю дронов вперед, наперед еще. Если надо не 160, а 170 аптечек, я потрачу денег на большее количество аптечек. Но это все деньги, которые будут в чеках выражены, в платежках и, соответственно, в фотоотчетах. Да? Я знаю, что тебе скажу, что на самом деле, понимаешь, никогда от этого не уйти. Здесь вопрос доверия еще и к личности, и к персоналиям. И вообще там, где есть сборы, есть деньги, никогда не уйти от определенной грязи, но в целом надо понимать, что оправдывать свою, скажем так, нежелание что-то делать только тем, что кто-то делал нечестно, или в принципе не делать, потому что кто-то делал нечестно, это такое себе. Вот. Волонтеров очень много прекрасных по Украине фондов, которые каждый день делают свою работу. И я обращаюсь к людям, и ваша задача на самом деле определить просто, кому вы доверяете, куда хотите, и, может быть, на несколько фондов и так далее. Мы хотели и хотим обозначить свою цель. Мы хотим быть полезными. Мы здесь живем. Мы любим Украину. Здесь наши дети. И мы такие, конечно, не единственные. Но мы хотим сделать то, что можем сделать мы. Ну, тут очень просто, да. Мы же привыкли работать. Если мы что-то делаем, мы хотим быть лучше других. Хотим во всем. Если я занимаюсь фондом, я хочу, чтобы мой фонд выделился среди других, да, и был лучше других. Это мое естественное желание. И я наоборот, чем я больше сделаю, да, я буду гордиться этим. Но нельзя гордиться тем, что ты деньги увел не туда. Твой фонд не будет лучше, да. Вот и все. Тебе и так ничем гордиться, Юр, на самом деле. Я знаю это. И я не знаю, что еще сказать. Нам всем хочется скорейшей победы. Да, но я хочу просто еще раз обратиться к людям мира, да. Вот, поймите, вот Алена сказала о системности подходов этого главного их, да. Вот, ответом может быть только системный подход с вашей стороны. Если Украина даже не то, что проиграет, если она даже не сможет освободить свои территории, допустим, Крым, вот один единственный Крым, это вот давайте вспомним Гитлера, да. Гитлер шел вперед ровно потому, что ему давали идти вперед. Маленький клочок Чехословакии на то время, да, позволил ему захватить всю Европу. Большое зло начинается с маленького зла.
Маленький Крым перерос в большую войну в Украине. Если мы ему оставим этот Крым, если мы дадим ему шанс надеяться, что зло будет не наказано, Литва, Латвия, Эстония пострадают в первую очередь. Да что там говорить, Венгрия, которая сейчас двумя руками за Россию, она тоже страдает. Танки будут там, наоборот, в первую очередь будут там. Вот, чтобы этого не было, надо до конца добить. Значит, надо давить крупный бизнес, средний бизнес. Я сейчас к вам обращаюсь. Если вы хотите быть бизнесом в свободном мире, потому что в несвободном просто придет русский и вас заберет. Вот. И вы будете в лучшем случае на Соловках, а в худшем случае мертвы, если не успеете сбежать в США. Но вас и там догонит ядерная ракета уже только. Понимаете? Все закончится очень плохо, если мы сейчас не будем останавливать. Я вижу, что всем миром мы работаем, действительно всем миром. Я действительно вижу поддержку от людей, которые до этого были безумно далеки до войны. Из Аргентины мне пишут письма в поддержку. Вот. Аргентина, где государство, в общем-то, тоже больше на стороне России, чем на стороне Украины. Но и там люди нас видят и понимают, в чем дело. Вот. Просто я вас прошу, подойдите к этому системно. Подумайте, что наилучшее даже ваше личное вложение, каким бы бизнесом вы ни занимались сейчас, это вложение в нашу армию. Потому что это стабильность вашего бизнеса завтра. Вот. А по окончанию войны, поверьте мне, если Украина, она должна обязательно достигнуть своего, да, вот. Кого здесь будут ждать? В первую очередь тех, кто помогал. А у нас тоже страна не маленькая. Я вообще не могу понять, когда говорят, ой, Украина маленькая. Не маленькая мы страна. Мы большая страна с большими возможностями. Именно поэтому мы еще стоим. Именно поэтому не было за 3 дня Киева. Потому что мы большие, мы сильные. Вот. И видя друзей, вот мир хорошо видит, что друзей Украина помнит и не забывает. Мы не Россия, которая говорит, что Ленд-Лиз ничего не сделал. Мы Украина, которая каждое доброе дело запомнит и обязательно отблагодарит. Юр, спасибо тебе, что ты сказал все это. Я просто, пока ты говорил, вспомнила слова Столтенберга. Я думаю, что они здесь будут кстати, что мир должен до конца осознать, что он платит только лишь деньги. Собственно, за собственный мир, за собственную свободу и за собственную жизнь. А за весь мир кровью сегодня платит Украина. И в наших руках, не хочется переходить на пафос, но тем не менее, в наших руках сегодня от каждого зависит, насколько меньше будет крови в Украине и насколько быстрее падет российский рынок. Да. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, друзья, присоединяйтесь к нашему проекту. Бизнес, присоединяйтесь к нашему проекту. Меценаты, присоединяйтесь к нашему совместному с Юрой проекту. Давайте сделаем это вместе. Тебе не був, не забуду дім. Хочеш закрути мене, як бігуді. Я закритими очима знаю, тут і мій двір. Бо тебе не був, не забуду дім. Тебе не був, не забуду дім. Хочеш закрути мене, як бігуді. Вот так вот кидают фосфорные бомбы. Да, Валик? Збільшим трохи. Отак от цих фосфор. Я вертатимусь додому по дорогах і полях. Боляче, коли побачив вдалині рідний маяк. І хочеш море, переплить до нього, але не моя. Рідна хата пахне пирогами з вишнями із печі. Смілость, як світи фарами ближніми уночі. Бачу, баба з дідом в хаті крутили калачі. От би зараз діда постукать би по плечі.
Тебе не був, не забуду дім. Хочеш закрити мене, як діводі. Я закритими очима знайду ти мій двір, бо тебе не був, не забуду дім. Тебе не був, не забуду дім. Хочеш закрити мене, як діводі. Я закритими очима знайду ти мій двір, бо тебе не був, не забуду дім. Скрипнув двері, мама вдома, війти на стіл вечеря. Ситний маминий суп, запалився мало солі. Скрипно радий несу, маминий суп. Знову світла ніч, мене в калуші палала. Мовила мені, твого двору вже нема. Покоління мінялося, запам'ятали стіни, як дитина, ті писала імені навіки. А знову світла ніч, но без мене вже гуляла. А може коли-небудь я вже би не жалів за минуле, що летіло вдаль, наче ворон. А я вдома зберігаю свою ностальгію. Я до тебе все прийду. Я не буду чистий. Хай не будеш на виду. Хай дорогу замете, і скушу не зб'є мене. Тебе не був, не забуду дім. Хочеш закрити мене, як діводі. Я закритими очима знайду ти мій двір, бо тебе не був, не забуду дім. Тебе не був, не забуду дім. Хочеш закрити мене, як діводі. Я закритими очима знайду ти мій двір, бо тебе не був, не забуду дім.